Каждый год с приходом весны мы отмечаем день рождения великого татарского поэта, основоположника татарского литературного языка Габдуллы Тукая. Он родился 26 апреля 1886 года. Габдулла Тукай зашел крупной, яркой звездой на небосклоне мировой поэзии. Его стихотворения переведены почти на все языки народов России. Габдулла Тукай – душа татарского народа, его истинный глубинный дух. К сожалению, прожил он очень мало в этой жизни. Как будто он предчувствовал свой ранний уход, все писал. Из-под его талантливого пера выходили прекрасные стихотворения, рассказы, басни, сказки и поэмы. Стало уже традицией каждый год отмечать день рождения Габдуллы Тукая праздником поэзии. Сегодня и у нас праздник поэзии Шихрият Бейрами. А сейчас слово предоставляем нашим ведущим Ансару и Софии. Әйе, менә тагын язлар килде. Язлар белән бергә сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның туган көне дә якынлаша. Каждый год в самый разгар весны мы отмечаем день рождения великого поэта татарского народа. Совсем скоро, 26 апреля, в день рождения Габдуллы Тукая в Казани соберутся люди на площади, где стоит памятник великому поэту. Именно здесь каждый год проходит праздник поэзии. Известные и начинающие поэты читают свои стихи. Они как будто отчитываются перед великим учителем. Сегодня и у нас праздник поэзии Шихрият Бейрами. На этой сцене будут звучать стихи Габдуллы Тукая и других татарских поэтов. Сәхнәгә беренче сыйныф укучыларын чакырабыз. Бала белән күбәләк, әйтеле күбәләк, сөйләшик бергәләп. Бала белән күбәләк, әйтеле күбәләк, сөйләшик бергәләп. Бу кадәр күп өчен армыйсың, син ничек сен тормышың, ничек көн күрмешең, сөйләп бирче түзеп табалансың түзеп. Мин торам урманда, кырларда, болында, уйныймын, учамын. Яктыркан булганда, иркәли һәм сие, кояшны яктысы, аш буладыр миңа, чәчәкләр хуш исе. Тик гомре бик кыска, бары бер көнгә. Бул яхшы, рәнҗетмә, һәм тимәсен миңа. Бабочка красавица, нежный мотылек, нам с тобой нравится солнечный денек. Расскажи мне, бабочка, о судьбе своей, сколько в твоей жизни полных счастья дней. По полям порхаю, где лютики цветы, солнышко ласкает крылышки мои, кормит меня дивный аромат цветов, солнечного света, зеленых лугов. Будь со мной ласков, ведь всему свой срок, жить на белом свете мне один денек. Біздің ғайле, әткей, мен апай, әпи, бабай, һәм бір писи. Біздің үйдә бір жидау, біздің писи жиденчесі, бірге аши, шәй, біздің білән еклею. Хызмәті де бар, үйіне тышкан яуыздан сақлеу. Наша семья, папа с мамой, баба с дедом, кошка и сестра и я. Все нас в доме и седьмая кошка славная моя. Кошка с нами ест и пьет, с нами вместе спать идет. И работа есть у кошки, дом от мышек стережет. Гали белән кәҗә, безнең Гали бигрәк тату кәҗә белән. Менә кәҗә карап тара таразадан. Гали аны чирәм белән кунак итә. Кәҗә рәхмәт үкә сакалын сикет.
Калий коза, с козой дружина наш Калий. Коза кивает издали, и бородой ему трясет, когда Калий траву несет. Бик матур бер җәйге көн. Өстәл янында бер сабый, ян тәрәзә каршысында иртәге дәресен укый. Летний день. Льется свет яркого поток. Мальчик за столом готовит завтрашний урок. Бик матур бер җәйге көн, өстәл янында бер сабый, ян тәрәзә каршысында иртәге дәресен укый. Чын күңел белән укый, кат-кат әйтеп һәр сүзен. Бик озак шунда утырды, бер дә алмастан күзен. Шул чагында бу сабыйны чакыра тышка кояш. И сабый, әйдә тышка, ташла дәрсен, күңелең аш. Җитте бит бик күп тырыштың, торма бер җирдә һаман. Чык тышка, нинди һәйбәт, нинди шәп уйнар заман. Тукта, сабыр ит, уйнамыйм, уйнасам дәрсем кала. Өй түрендә шул заман сайры ботакта сандугач. Ул да шул бер сүзен сайрый. Әйдә тышка, күңелең аш. Җитте бик күп тырыштың, торма бер җирдә һаман. Чык тышка, нинди һәйбәт, нинди шәп уйнар заман. Юк сөйклә сандугачым, уйнасам дәрсем кала. Ул шулай дип, сүз зарар бирми укырга дәртенә, бик каты тырышып кереште дәрсенә. Шул вакытта өй түрендә бакчада бер алмагач. Чакыра тышка сабыйны. Тышка, күңелең аш, бик күңелсездер сиңа, эштә утырма һәр вакыт. Әйдә, чык син бакчага, җитте бит уйнар вакыт. Юк сөйклә алмагачым, уйнасам дәрсем кала. Күп тә үтми
bilsin. Куди би ще таке жив дефтер, кітапны барысын. Кем шикырды мене? Әйді, кем уйный? Тымамиттен мин дәрсәне. Şundanlar kıpkızıl zor alma bir de olmağaç. Şunda ama şatlanıp söyle bir şeyler kısam biraz. Şundanlar boş gidiler bakşada her bir ağaç.
Полянской губернии. Он рано осиротел, воспитывался в семье Севера. Свои юношеские годы он провел в городе Уральске. Именно здесь он написал свои первые стихотворения. В 1907 году Габдулла Тукай переезжает в Казань, центр татарской культуры и просвещения, где он становится известным поэтом, а везут его туда пара лошадей. На сцену приглашают учащихся 6 А класса Ганиева Ильдара и Алюкова Демияра со стихотворением «Пара лошадей». Пар-ат. Життері пар-ат қазанға, тұқ-тұре киттен қара, шаптыра атларны көчір, сұққалап тытырқалап. Иш иде шатлық білән нұрлар шашып ай ялтырый. Искән әгрен жит белән япрак агачлар калтырый. Һәр тарафтан уймиңа ди, әллә ни җырлый, укый. Нәрсәдәндер күз иләнгән һәм тәмам баскан йокы. Бер тавыш килде колакка, яңгырады бер заман. Тор шәкер, җиттек Казанга, алдыбызда бит Казан. Әйтә иртәнге намазга, бик матур моңлы азан. И Казан, моңлы Казан, дәртле Казан, нурлы Казан. Пара лошадей. Лошадей в упряжке пара. На Казань лежит мой путь, и готов рукою крепкой кучер вожжи натянуть. Свет вечерний тих и ласков, под луною все блестит. Ветерок прохладный веет, и ветвями шелестит. Тишина кругом, и только мысли что-то шепчут мне. Древо мне глаза смыкает, сны витают в тишине. Вдруг ушей моих коснулся голос звонкий молодой. Эй, Шакир, вставай скорее, вот Казань перед тобой. Слышу я призыв к намазу, будет утреннюю рань. О, Казань, ты грусть и бодрость, светозарная Казань! На сцене вокальный ансамбль «Шатлык» с песнями «Лето в язлар читте». Вот снова пришла весна. Слова Лены Шахриджан, музыка Минигалиева Ильфата Ахмедовича. Балкыш, балкыш. Балкыш. Ушакларында
беляк. Габдулла Тукай был не только поэтом, он стал великим мугалимом, то есть учителем для многих начинающих талантов. На его примере выросло целое поколение татарских поэтов и писателей. Мы в этом году продолжаем знакомиться с их творчеством. Ребята очень шумно. Второй Б особенно. Народный поэт, лауреат премии имени Ганса Кристиана Андерсена и Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая Шаукат Галиев родился 20 ноября 1928 года. Свое первое стихотворение написал в конце войны, когда ему было 13 лет. Затем он выпускал множество сборников стихотворений. Особую страницу в творческой биографии Шауката Галиева занимают полное остроумие и тонкого юмора, стихи для детей. Стихи Шауката Галиева привлекают детвору богатством фантазии и неистощимым юмором. Всего на детскую тему он написал свыше 30 книг. Вот некоторые из них. Шаули Китабы, Шаули Шуклага, Волшебное зеркало, Сладкая гора. Айтеşe, sızlıydı, tıngı yük hiç irter, aşamaz idimle konfetini hiç büter. Gerek mi batsınlar, dizgizge yapsınlar, zavodun batsınlar, kibetine yapsınlar. Gözlerim yamağımı, ağzım açılmay. Ay taşım, vay taşım, sızlavı basılmay. Çu, tukta kız, sızladı ibetini. Vakma kız zavodunu, yapma kız kibetini. Biri kız konfetini. Ой, зубы, 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 беда, беда, беда. Пирожных есть не буду, я больше никогда. И ни одной конфеты я ни за что не съем. Конфетный завод закройте насовсем. Ой, зубы, 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 не ем я шоколад. От каши и от супа теперь уже болят. Постойте-ка, постойте, боль стала затихать. Конфетные заводы не надо закрывать. Unutulgan, okuçular defterlerin, partalarda tezep salgan. Defterlerin kayda mezgut, Unutulgan, öyle kalgan. irtegesin bar balalar, kullarına kitap algan. Kitapların kayda mezgut, Unutulgan, öyle kalgan. başkalarının dürtle, beşle, mezgut tağın ikile algan. Ник başını eşletmişsin, Unutulgan, öyle kalgan. забыл. Весь класс тетради разложил, затих веселый гомон. Где твоя тетрадь, Фазыл? Забыл, дома оставил. Весь класс учебники раскрыл. Вновь и вновь веселый, и вновь вопрос знакомый. А где учебник твой, Фазыл? Забыл, дома оставил. Не мог сложить он два числа, соображал с трудом он. Где голова твоя была? Забыл, дома оставил. Üç tenge, enisi şekerge bara, malay uzatıp kala, enisinin ucuna üç tiyin akça sala. Mıltık, kılıç, at, gerek al ekiyet kitabı, büge barmagın, sanap kite ultagı. Самолет, танк, фонарь ал матур карандашлар, alırsın kalgan akçaga, самокат bilen bir şar.
3 копейки на покупки. Маму в магазин провожает сын. 3 копейки ей дает. Вот, купи мне самолет, а еще ружье, лопатку, танк, лошадку, шоколадку, самосвал, тетрадки, краски, маски, сказки и салазки. Постарайся не забыть. А на сдачу можно даже шар и самокат купить. Поэтическое стихотворение поэта Шаухата Галиева. В этом стихотворении говорится о мальчике, который в свой день рождения по просьбе матери поехал в столовую за тестом. А тесто было дрожжевое, а дрожжевое тесто, вы сами знаете, оно со временем увеличивается. Вот мальчик поехал домой, а тесто стало все больше и больше и начало вываливаться из посуды. Мальчик толкал его обратно в кастрюлю, а оно как живое опять вываливается. Он, отрывая его кусочками, стал запихивать и в карманы, и в сапоги, и под новый берет. Вот мальчик приехал домой. Он весь утоп в тесте. Увидев его жалкий вид, отец и бабушка закричали в один голос: «Перемеш! Пеле. Этими словами татары обычно выражают удивление. Пәрәмеш. Бүген минем туган бәйрәм була торган. Сорады әни иртән, нәрсә пешерим икән? Пәрәмеш диде әти, бәлеш диде дәүни. Ә мин киттем камарга, ашханадан арга. Кисәтте әни мине, кайтканда ашып диде, чыкмасам башып диде. Соудым долар булмас, ташымас берни булмас. Гәзитләр карый, мороженое ялый. Киттем катыр уңайга, утырдым трамвайга. Әмер буя тире, килә дә чыга кире. Мин аны этәм, соң ишене тәртәм. Авырайды шалбар да, кесәләр туы барды. Яңа бер җәленҗәл калмады бөтенемел. Салдан камырны бизеп, килә дә чыга сызып. Бар җирдән камыр ташып, торам башымны кашып. Ишекне ачты әти, йөгереп чыкты дәвани. Әйтә алмыйча берни, башып куйды. Пәрәмеш диде әти, бәлеш диде дәвани. Татарская поэтесса, детский писатель, переводчик на татарский язык, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Резида Валиева. Родилась в 1930 году в Башкирской ССР. Она училась в школе очень хорошо. С детства писала стихи. Ее стихотворения печатались в районных и республиканских газетах, а также в журналах. После окончания школы поступила на филологический факультет Казанского университета. Блестяще закончила учебу и более 30 лет работала редактором татарского книжного издательства. Пишет в основном для детей. Стихи о природе, детских играх, прибаутки, загадки, сказки, песни и так далее. Заметное место в творчестве поэтессы занимают песни и проза для взрослых. Ее знают и как автора самых популярных песен. В первые годы творческой деятельности Резида Валиева работала активно и в области художественного перевода. Ей принадлежат переводы на татарский язык произведений русских детских писателей. Резида Валиева, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, с 1983 года член Союза писателей. Эй, güzel şey, ey eliye, ник син шулай итәсең? Әкрен генә киләсең дә, ашыга китәсең. Эй бала, син ни сөйлисең? Белмисеңме әллә син? Вакытым тар, эшләрем күп, ничек эшлим һәммәсен? Жей
kili, kıyaş kili, ay kili. Kıyımlar yaprak yara, Züleyha suğa vara. Gül çiçeklerge konip, ak kübelekler uynip. Kübelekte Züleyha bugün hiç kelip duymuyor. Güvercinler gürliler, nindi matur kendiler. Züleyha tağın kili, hamın kilesi kili. Çelki yemleyecek kili, malılarga, kızlarga. На лужок, здравствуй, лето. На лужок пришла девчонка, рассмеялась звонко-звонко, веселей на свете стало. Солнце ярче засияло, и березки зашумели, дружно песенку запели. Подпевает им кузнечик, и пчела, и шмель, и речка, словно слышится вокруг. Здравствуй, лето, здравствуй, друг. Қазан шитігі. Дәл әтсімең қазаннан алып қайтты бір шитік. Бұға де шитік, өгіл бұде, бұл қазанский шитік. Шул шитіклерінің күйге білмем не гіне бұла, аяқларым кібірсініп, ерге гіне тұра. Қазан да ойнап шығарса, бию үйлерін гіне. Менің шитіклер нейді, түйіп тұрмын деймін. Yedədən əşitib, ışırtıb, təzikirtib. Şundan dirilib, yediliyim, səhnələrini bərtib. Ay işitib də var işitib, duram islərim kitib. Büyüşü ittim üzümlə, Zanski qım şitib. Слова Резиды Валиевой «Каля кушик колпаков». Музыка Лызы Батыр-Булгари. Известный детский поэт и писатель Роберт Минулин родился 1 августа 1948 года в Башкирской ССР.
Писать стихи начал рано, когда еще учился в школе. После окончания Казанского государственного университета был главным корреспондентом детской газеты «Есть Ленинчик», «Юный ленинец». Затем работал в редакции журнала «Казан-Куртары». В переводе означает «Огни Казани». В 80-е годы был главным редактором татарского телевидения. Поэт, публицист, журналист, депутат, автор 34 книг на татарском, русском и башкирском языках. Роберт Минолин пишет в основном о детях и для детей. Большинство стихотворений юмористические. Дедушка, расти большой. Этим летом у Ахмета было много разных дел. Жил в деревне он у деда и без дел не сидел. Каждый день в саду у деда он трудился, что есть сил. Но и дед его за это каждый день благодарил. Вот спасибо, дорогой, внучек мой, расти большой. Лето кончилось, и внуку дед купил такую штуку. Руль, седло, 2 колеса. Это что за чудеса? Удивил Ахмета дед, подарил велосипед. Вот спасибо, дорогой, дедушка, расти большой. Күчтәнәш. Әбисенә барды алмаз, ияреп әнисенә. Күчтәнәшсез килдек диде әнисе әбисенә. Юк, зур күчтәнәш белән килгәнсез, диде әби. Менә бит күчтәнәш дип, алмазны сөйде әби. Алмазның әнисе тагын күчтәнәшләр әзерли. Әбиләреңә кунакка барып кайтам хәзер ди. Дәшә алмаз әнисенә. Әни, кара әле, күчтәнәш итеп бүгенде. Мине алып бар әле. Гостиниц. С гостиницы ездили мы с мамой. Бабушка встречала нас. Вот гостиниц самый-самый дорогой. И меня погладила ласковой рукой. Мама собирается к бабушке опять. Но с собой, кажется, меня не хочет брать. Намекая маме, как бы нам с собой не забыть гостиниц самый дорогой. Ох уж эти взрослые, кто их разберет? Почему у взрослых все наоборот? Если я играю, скажет помогай, помощь предлагаю, ну-ка не мешай. Если я гуляю, сел бы почитать, а когда читаю, шел бы погулять. Если плащ надел я, надевай пальто. Что бы я ни сделал, все для них не то. Смотрю я телевизор, заставляет спать. Сон я вижу утром, пора уже вставать. Ох уж эти взрослые, все наоборот. Просто непонятный, чудный он народ. Ülkünler. Bu ülkünler ni eşirdi, gül kiresin eşiyle. Min üzey şey eşkim, Allah kıstı eş diler. Uramıha şılıp başlasam, nağıtıp giyen diler. Özleri ni eşirdi, nağıtıp giyemiler. Yıkılsı bilmeden çakta. Var indi yıkla diler. Yıkılağan tatlılar indi anlama yıka diler. Oynağanda kitabı oynap oturma diler. Okusam başım ağrıdı, bir kup okuma diler. Eğer de evde otursam, var, buramda yer diler. Uğrama karşılıp gitsem, bir küp yerime kör diler. Kınsam vakti yak işke, alar bire eresen.
якын буй көннәр, үсүйләр гел кирәсен. Şiirleri aşar, tuğan dilini, halkımızı, tuğan dilimizni yaratırga ileride. Габдулла Тукай призвал нас любить Родину, родной язык, свой народ. Он говорил, что татарский народ найдет свое счастье только на земле своих отцов, в единстве с русским народом. Нинди уйга шындың әлі, эй ғазиз қағбан менің, менә тағын яныңа мен, сәждә қылырға келдім. Ғұрыр тарих башып икәнне, кем башып имәс сиңа. Ил халкының юанышы күз яшы тимәс сиңа. И туған тел, и матур тел, сен бит бірден бір дұғам. Шул дұғадан шәжәрәмні айырас күрмәсін Құда. Айрат күрмәсен халкымның мәкәддәс моннарыннан. Ерак бабамнар яткәре сас ислә кылларыннан. Кемгә, нинди бизмән тиеш, замана үзе белә, киләчәккә бара халкым, синең фатихаң белән. Шигърият бәйрәме тәмам. Рәхмәт катнашучыларга, тамашачыларга. А сейчас слово предоставляется Андарю Арифовичу. Кадерле балалар, хөрмәтле әти-әниләр, бабайлар, әбиләр, укытучылар, без сезне шул бик матур Тукай бәйрәме белән котлыйбыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Гасырлар авызы Тукай, аузе эхо веков, эхо Тукая у нас продолжается и в нашей школе, в наши дни. Символично, что вчера этот праздник вышел далеко за пределы Татарстана, в разных уголках мира, России проходят празднества. Сегодня вот в библиотеке Бианки проходит татарские жемчужины, праздник, посвященный поэзии Тукая. Вчера в столице Башкортостана, в городе Уфе, открыт 8-метровый новый памятник Габдулле Тукаю. И вы знаете, ваше творчество, ваша любовь к поэзии великого татарского поэта, она вдохновляет нас, и мы уверены, что его стихи, его поэзия будет жить и в последующих поколениях. Особую благодарность хотел бы Ляле Фуатовне, Лёре Евдатовне, Ильфату Ахмедовичу и всем преподавателям, руководителям дополнительного образования, классным руководителям, которые подготовили, родителям, которые подготовили вместе с ребятами такие талантливые сегодня для праздника номера. Бигзур Рахмет Сизге, огромное вам спасибо. Еще раз вас с праздником поэзии, с праздником, с предстоящим днем рождения Габдуллы Тукая. Бигзур Рахмет.